Телекомпания «Вид» представляет. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Пятница. В эфире «Капитал-шоу. Поле чудес». Ровно неделя до Нового года. Даст Бог, эта неделя закончится для вас хорошо. И кому-то обязательно повезет, как повезло игрокам нашей сегодняшней программы. Первая тройка в студию! Итак, за барабаном «Поле чудес» первой тройки Рубен Григорьевич Якшиян, город Ташкент. Милена Ахметова, Башкирия, город Уфа. И Александр Сергеевич Билан, город Североморск. Рубен Григорьевич, вращайте барабан, ваш первый ход. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Большое спасибо. Поговорим мы сегодня о вещах чрезвычайно высоких. Поговорим сегодня о чести. Будем говорить о дуэлях, которые всегда являлись символом защиты этой самой чести. Вот задание на первый тур. Что в 18-19 веках в России считалось знаком непростительного посягательства на честь? 750 очков. Буква А. Есть такая буква. Откройте нам букву А. Вы можете вращать барабан. Ну-с. Мой юный друг, поскольку вы уже здесь, как вас зовут? Здрасте. Вас зовут как? Михаил. Очень приятно видеть вас здесь. Какой класс? 4 А. 4 А. Что приготовили вы нам под этот Новый год? Песню «Когда мои друзья со мной». Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик обливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Народный артист. Благодарю вас. Большое спасибо. Успех грандиозный. Встаньте к вашему дяде. 300 очков на барабане. Буква? Буква М. Такой буквы здесь нет. Милена. Ну? Лента Аркадьевич, во-первых, я хочу всех присутствующих, а также телезрителей поздравить с наступающим Новым годом, пожелать им всего самого хорошего, счастья, радости и много-много улыбок в будущем году. Не дай бог, я не хочу задать никакой некорректный вопрос, но тем не менее, так уж исторически сложилось. Как же так, Башкирия, Уфа, вдруг Милена? Кто это вас Миленой назвал? На самом деле меня зовут Миляуша, что в переводе означает фиалка. Но с 97-го Как года... чувствовал, вот я как чувствовал. Но с 97-го года, когда я была в Болгарии, меня стали называть Милена, потому что мое имя выговаривали очень тяжело. Фиалка, 100 очков, фиалка. Ну, буква? Буква К. Буква К. Нет! Родная моя фиалка, нет такой буквы в этом слове. Ну-с, представитель славного города Североморска. Вращайте барабан. Александр Билан. Леонид Аркадьевич, я приехал с города Североморска. Это наша столица Северного флота. И хотел бы сказать, что, как обычно говорят, что народ на севере замороженный. Хочу сказать совсем по-другому. У нас народ очень гостеприимный и теплый. Вот. Но вы пока оттаиваете. 500 очков. Буква. Буква И. Ну, исключительно из уважения к замороженному народу, откройте букву И. Открывайте. Так, назовите слово, будем вращать барабан. Нет, будем вращать. Ну и вращайте.
Так. Вы в Североморске-то хоть кем работаете? Или работали? Работал, да. Раньше работал на аэродроме, обслуживал самолеты, транспорт и авиацию. Это Антоны? Ан-12 и Ан-26. Ага. Все ваши очки, которых у вас 500, умножились на 2, стало у вас 1000. Буква... Так, буква О. Откройте! Откройте нам такую букву! Ну, мы обо всем поговорили. С нашего завода, хлебзавода, я вам хочу, вот, каравай. Вот еще один. Это все от нашего хлебзавода. Это вот, наши консервации. Вот. И еще, пожалуйста, подарки в студию. И еще маленький подарок. Это вам лично от нашего предпринимателя в городе, от Козлова. А вот это от кого? А это краб, начальник молокозавода. Передает вам, передает. Сказал, что на молокозаводе у них эта продукция тоже идет иногда. Спасибо, друг мой. Это 250 очков в благодарность. Н. Николай, что ли? Да. Да. Ну, откройте нам букву Н. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию! Саш, Ну, давайте, которая ближе к вам. пожалуйста. Деньги спрячьте. Я обязан задать вопрос. Вы назовете слово сразу, Нет, буду вращать. а мы не будем ничего убирать. Вращайте, пусть все видят. Так сразу, Давай, да? как крутите и все. Как пойдет. Давай. Детник вроде ничего не задевает. Скажите, Саш, этот вопрос относится к вам и к вам. Потому что не могу себе представить, чтобы эта очаровательная фиалка вообще когда-нибудь имела бы, ну, хоть малейший повод для дуэли, что невероятно. Но вас и вас это касается. Что надо сделать, чтобы вы вызвали человека на дуэль? Извините, 500 очков на барабане. Буква Г. Какая? Г. Из-за этого на дуэль не вызывают, я хочу вам сказать. Можно, конечно, обидеться, но на дуэль вряд ли. Нет такой буквы в этом слове. Рубен? Ну, о себе хоть 2 слова. Мне очень хочется передать привет в город Ташкент. А вы попросите... Поблагодарить всех и пожалуйста, дать подарки от всех. В первую очередь подарок от моей жены. Она модельер обуви. Вот. Она просила лично вам это передать. Ага, угу. На чисто артезианской воде. Понимаю. Это то, что производит ваш молокозавод. Можно так сказать. Хорошо. И в зимнее время теплые узбекские вкусности. Подарки в студию. Вот это вам лично. О! Сам вез. Сам вез. Ой, под Новый год. Ну, знаете что, я могу только пожать руку вашему племяннику, который помогал вам, естественно, это вести. Естественно, Да? конечно. И с радостью сообщаю вам, что у вас либо 250 очков, либо приз. Вы как думаете?
Давайте приз. Приз в студию! Ну, Приз. вы уверены? Хочется получить памятный подарок. с Понимаете, передачи. весь Первый канал сегодня озабочен тем, как бы пошутить. Так. А вы кем работаете на всякий случай? В данный момент я не работаю. Как сложились А вы по обстоятельства? специальности кто? По специальности я повар. Повар-кулинар. Как может быть, чтобы повар, кулинар сидел без работы? Да это что же, это просто вредительство какое-то? Нет, я просто не так давно вернулся из Москвы в Ташкент, и тут пришла телеграмма. И я не успел даже ни на работу устроиться, ничего. Я сразу же Вот и как приехал на только придете передачу. второй раз в передаче, вы увидите, сколько будет предложений. Я вам это обещаю. Вот первое, 2000 рублей. Ну, это не разговор. В каком Приз. смысле? Приз. Приз. А, простите, а 4000 это разговор? Приз. Все равно я хочу. А 5000 это разговор? Мало. А 6? Приз. А 7? Приз. А 8? Приз. А 9? Приз. А 10 тысяч это разговор? Приз. Вы с кем будете встречать Новый год? Я хочу успеть вернуться в Ташкент и с женой встретить его. Ну, вдвоем? 20 тысяч достаточно, чтобы встретить Новый год? Вдвоем. Мало. А? А если мы захотим куда-то поехать? Нет, минуточку, подождите секундочку. Подождите. Я не спрашиваю, с чьей женой вы собираетесь встречать Новый год? Хотелось бы со своей. Вот, я и говорю, значит, 30 тысяч я дам за это, буквально пустяк. Я не потому, что это не торговля, я просто предлагаю в качестве компенсации, потому что там же люди, ой, им пошутить вот под Новый год, чтобы страна веселилась, а мне как-то неудобно, поэтому 30 тысяч, и слава богу. Да лучше уж пусть будет приз. Пусть веселятся. Деньги могут быстро закончиться. Значит, вы отказались от 30 тысяч. Отказался. Да, ну, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Перед мальчиком неудобно просто, а так ничего. Ну, это племянник же. Да. А у вас у самого дети есть? Надеюсь, что скоро будут. Я предлагал 30 тысяч рублей. Вы отказались? Отказался. Но только в надежде, что у вас скоро будут дети. Видеокамера! Подай бог. Давайте. Фиалка, Монмартра. Вращайте. А, Леонид Аркадьевич, прежде чем называть слово... Хотите слово назвать? Да. Тогда сначала слово. Сначала слово. Потом все, что угодно. Я называю слово... Это была пощечина. Кто? Пощечина. Почетина? Кто это почетина? Пощечина. Почетина. Абсолютно. Ну как так? Мужики, вы что? И перед нами первый финалист. Капитал шоу «Поле чудес». Леонид Аркадьевич, так как у нас очень много национальных блюд, а мы сегодня вам приготовили 2 национальных наших блюда. Значит, одно блюдо у нас очень сладкое, это чак-чак. Чак-чак в студию. Также у нас национальным блюдом является вак-беляш. Вак-беляш в студию. Есть зур-беляш, есть вак-беляш. Это маленький пирог и большой пирог. Можно назвать по-другому. Маленький беляш и большой беляш. Бывает такой, а вот такие бывают. Это вак? Вак-беляш. А зур какой? Зур вот такой вот. Ну, Также хотелось бы вам подарить наш национальный инструмент курай. Курай в студию. здесь очень много дудочек. Там 5 кураев, так что учитесь, можете подарить кому-нибудь. Мы вам дарим башкирский липовый мед. От Капитал шоу «Поле чудес», от Первого канала, подарки первой тройки игроков. Ну, заслуженно, согласитесь, в студию! Примите на память, как маленький сувенир к Новому году. Ну что, друг мой, идите сюда. Я совершенно не в состоянии пропустить этот трогательный момент. Песня, которую вы спели, поразила нас в самое сердце. Я полагаю, что эти аплодисменты останутся с вами навсегда. Подарок к Новому году в студию! Леонид Аркадьевич, так как я занимаюсь танцами,
Мне очень бы хотелось, чтобы вы сегодня со мной станцевали восточный танец. А что мы будем танцевать такое? Арабский танец? Ой. Извините, от всего этого перехватило рекламной паузы, извините. И вновь в эфире «Капитал-шоу. Поле чудес». Вторая предновогодняя игровая тройка. Людмила Ивановна Емельянова, Калининградская область, поселок Осокино. Хатамжан Касымов, Камчатская область, город Вилюйчик-3. Сауле Бурбаевна Бессенова, Казахстан, город Атырау. Ну что, Людмила Ивановна, вращайте барабан, ваш ход, все вы сами знаете, вращайте барабан. Мне только задание вам сообщите, все. Мы говорим сегодня о чести, о достоинстве, которое, ежели затронуто, может привести к дуэли. Вот задание на второй тур. Знаменитый датский астроном, дворянин Тихо Браге, неутомимый исследователь Солнечной системы и звезд, это было давно, вынужден был после одной из дуэлей носить протез. Сделанный, кстати, из золота и серебра. Спокойно. Что заменял ему этот протез, который он потерял во время дуэли? 100 очков на барабане. О! Откройте нам букву О. Теперь вам слово. Вот эти прекрасные картины, янтарные, вам передают в поле чудес глава нашей Гурьевской администрации, также дети Добринской школы делали вот эти туиски. Передают также в поле чудес. Чтобы жизнь не казалась медом, я дарю вам вот это ожерелье. И еще, Леонид Аркадьевич, я приехала из Калининграда. Это самый западный город нашей Родины, нашей России. А у наших соседей католический праздник, Рождество. Рождественского гуся в студию. Еще не все. Это чисто экологический продукт с нашего Добринского района, с поселка Разино. Грибочки, королевские опята. Ну и так как в Калининграде мы живем на море, леща в студию. И ковер ручной работает тоже в студию. Я над этим ковром трудилась 2 года. Это вы сделали? Да. Это ковер 1,5 на 2 метра ручной работы. Я 2 года над ним сидела. Вышитой шерстью. Ну, теперь вы можете вращать барабан. Называю слово. Ну? Нос. Не, просто так не аплодируют победителю. Ну, поскольку мы собираемся здесь не буквы отгадывать, а общение для... Вам слово. Я приехал с Камчатки. У нас есть замечательная вода на Камчатке. Вот она. Попьете. Для желудка полезно. И рыба, кижуч. Очень хороший, соленый. Ну, копченый. Очень вкусный, попробуйте. Полезно тоже для здоровья.
И у нас крабы водятся на Камчатке. Ну, живого краба мне не удалось поймать, но моя жена и младшая дочь передали вам этот краб. Леонид Аркадьевич, я служу на подводной лодке, служил, то есть. И наш командир, капитан первого ранга Молдаванов, прислал вам вот эту фотографию. И я привет передаю всему экипажу. И икра, что вы покушать. Я привез вам корочки рыбы. Иди ко мне, друг мой. Иди сюда. Давайте, подожди. Что такое, что такое? Мы живем на Дальнем Востоке, где шумит Тихий океан, где по утрам на совках качается синий туман, тут белая качайка, а то зеленым зелена Камчатка, ты моя Камчатка, такая на свете одна. Там мой любимый садик, солнышко его зовут, каждое утро встречает радостного детвору. Здесь нас все любят, нам рада всегда, ждут нас игрушки, друзья и дела. Сад наш уютный, светлый такой, самый любимый и самый родной. Ну, сказать честно, наконец я дождался. Я косил глазом, все думал, когда же, наконец, я смогу с вами пообщаться. Ну, вам слово. Этот год объявлен нашим любимым президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым годом России в Казахстане. И, пожалуйста, такое маленькое музыкальное приветствие от казахского народа. Бармен базар қылып тойлаған, ой пәлай хей заман, ой хой заман. Жер ошақтай қазандай ет асылып, бол іскей, ай бол іскей, самаурында шай қайнаған. Вәридай, ой пәлі. Ауыл жатыр той жасын, ачап тұрып ай. Ауыл жатыр той жасын, ачап тұрып ай. Ауыл жатыр той жасап ачап тұрып, атасының дәстүрін мақсат біліп. Қызыр қазақ қарайды қыр басынан, лақтырып ай, лақтырып, шашуларын сап-сап көріп ай. Вәридай, ой пәлім. Ауыл жатыр той жасын, ачап тұрып ай. Ауыл жатыр той жасын, ачап тұрып ой. Спасибо. Браво! Нефтяники города, то есть мой город славен нефтяным промыслом, передали вам свой большой привет и нефтяную вышку, студию нефтяную вышку. Мой город славен не только нефтяным промыслом, а также рыбодобывающим. Если кто и помнит, то Гурьевской черной икрой. Талгат Аханов передавал вам черную икру осетровых пород. Примите дары Каспийского бассейна. Эти замечательные напитки, кисломолочные, они у нас дикую популярность в Казахстане. Они полезны для здоровья, а также, немаловажно, снимают похмельный синдром. Вот. Это вам. Вот. Фрукты в корзину в студию для вас. Что-нибудь хотите дополнить? Пожалуйста. Леонид Аркадьевич, в суматохе я забыл даже сказать вам, Леонид Аркадьевич,
что у меня вчера было день рождения. И хотелось бы с вами отметить это дело. Шампанское в студию. Вот. Ну, пользуясь случаем, поздравляю всех жителей Землян. Ну, планеты Земля, скажем так. То все выпьют за мой день рождения. С вашим днем рождения? Да, чтобы за мой день рождения все пили, чтоб. Давайте. Поздравляю. Почетная миссия. Мы поздравляем вас с Новым годом. Мы желаем вам счастья. Вы очаровательны в этом костюме, я вам точно говорю. Можем мы сделаем вам подарок? Да. Спасибо большое. Подарок в студию! В этой суматохе забыла еще про один подарок. У нас есть прекрасный человек в нашем районе, рядом живет с нами, Медянка Василий Иванович. И вот они с женой Любой приготовили вот такой прекрасный подарок. Ухажеров в студию. Мне бы лучше ухажерку. Эта композиция называется «Ухажер». От Капитал-шоу «Поле чудес», от Первого канала. Предновогодние подарки второй тройки игроков в студию. Подай бог. Примите на память эти в сущности пустяковые вещицы к Новому году. С Новым годом и главная пауза. Абсолютно права. И вновь в эфире Капитал-шоу «Поле чудес». В этой третьей предновогодней тройке Виктория Аурельевна Мощик, город Крым, Ялта. Марат Гумарович Хафизов, республика Марий-Эл, город Волжск. И Наталья Дмитриевна Кренова, Ржевский район, деревня Глебово. Виктория Аурельевна, вращайте, пожалуйста, барабан, ваш ход. Говорим мы сегодня о вещи чрезвычайно серьезной для позапрошлого века. Ох, мы говорим сегодня о дуэли. То есть то, чем можно решить вопрос чести. Однозначно этим, больше ничем другим. Вот задание на третий тур. В южной части Малакского полуострова издавна узаконены дуэли. Эти дуэли самые бескровные в мире. Что из себя представляет эта дуэль? То есть здесь на табло, собственно, оружие дуэлянтов. Минуточку. 100 очков. Буква. Буква О. Верно. Откройте нам букву О. Да. Будете... Леонид Аркадьевич, Да. мы к вам приехали... Из Молдавии. Да. Так. Родилась я в Молдавии, но мы приехали сейчас из Ялты. Вы к нам в наш дом входите каждую пятницу. В дом ходят только друзья. А с друзьями как принято здороваться? Целоваться, обниматься. Разрешите с вами поцеловаться, пообниматься. Друзьям принято дарить подарки. Из Ялты я привезла самые лучшие крымские вина. Ой. Вина крымских подвалов. Еще из Ялты привезла я фрукты великолепные и сладкий ялтинский лук из деревни Запрудная. Его не можно закусывать прям так вот, кусая. Он сочный, сладкий-сладкий. В студию, пожалуйста, принесите все. Ой. Ой. Леонид Аркадьевич, Давай. мы с вами инженеры-сантехники, правда? Что? Мы с вами коллеги, инженеры-сантехники, правда? Когда-то вы учились. По первой вашей специальности вы же учились в институте строительном. Учились? Да, но я, Вы- я не сантехник. Но если хотите... Инженер-сантехник. Вы закончили факультет ОВ. Нет. Почему ТГВ. ТГВ. Это у вас. Теплогазоснабжение, вентиляция, А я кондиционирование. водопровод и канализация. Как сантехник? Как хотите, я могу Как заняться... сантехник сантехнику. Разрешите вам Слушайте, необходимая вещь. объяснить? В хозяйстве пригодится. Ну, я думал, сейчас унитаз достанете. Я поэтому... Тяжелый, Собственно, тяжелый. обмер. А это так другое ж дело. Так это водопроводчики.
Да, это я в Ну, этом рабочем. чё же? А вы... А это из КГБ. другого совсем, Леонид это, да, это с другой стороны просто. Леонид Аркадьевич, на досуге мы любим ходить в сауну. Банные принадлежности в студию. Что, Вращайте. вращать барабан? А чего ж не повращать? Давай. Задание-то вы помните, да? Что-то с дуэлью связано. Действительно. А что именно? Где-то древний. Че? Это очень сложно сейчас вспомнить. А что будем отгадывать тогда? Слово. 300 очков. Буква. 300 очков, буква Е. Угу. Это поразительное, честное слово. Есть такая буква в этом слове. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Нет, будем вращать. Леонид Аркадьевич, я приехала с ребенком. У нас Вы ребенок готов. барабан сначала пихните. Хорошо. Чудная вещь. Так что про ребенка? У нас приехала Ксюша, хочет с вами пообщаться. Ну, здрасте, Ксюша. Да, у нас стихотворение для вас. Здрасте, очень приятно. Ну, Останкина дорога перекрыта, туда не пустят грешных и смутьян. Но отворил ворота Леонид нам, и принял он нас, как султан. и под эти аплодисменты объявляю, что у вас 350 очков, а вы называете букву... И. Да. Какая? И. Нет, неверно. Нет такой буквы в этом слове. Вращайте барабан. Марат Гумарович Хафизов. Город Волжск. Мариэл. Я приехал из республики Мариэл, из города Волжска. Это край лесов. Приз в студию. Этот подарок передало руководство бумажного комбината. Спасибо им за поддержку. Так, еще я привез подарки от волжских рыбаков. Город Волжск находится на реке Волга. Что вы говорите? Открытие. Рыбу в студию. Батюшки мои. И от моей тещи, не забыть бы. Тихо. Не дай бог. Не дай бог забыть. Это из Марийских лесов. Любовь Ивановна, я передал. Довез. Любовь Ивановна, с Новым годом вас, голубушка, с новым счастьем. Дай вам Бог. Спасибо, низко кланяюсь. Так, еще у меня сегодня... Что? У меня сегодня день рождения у дочки. 11 месяцев. Карина, любимая, привет. Я хочу по этому поводу выпить с вами, Леонид Аркадьевич. Напиток в студию. Напиток. Напиток. Во! Да. Святой человек! Карина, за тебя. Слушайте, с Новым годом! С Новым годом. О! Тронул, до глубины души просто тронул. 11 месяцев. 11 месяцев. Подарок в студию! Вы вообще человек пьющий? Нет. Вообще не пьете? Вообще не пьющий. Жалко. Я хотел еще по стакану. Ну молока можно. От молока никогда не отказываюсь. Нет? Нет. Легко. Ну, пока я тут занимаюсь разливом. 500 очков. Задание-то можете повторить? Да, неважно. Как это? Ну так, букву «С». Это задание такое было? Угадать, где тут буква «С»? Да, может быть. Передайте ему молока. Ну что, я с удовольствием хочу выпить за вас. Дай вам Бог, такой буквы здесь нет. Наталья Дмитриевна, вращайте барабан. Без вас дело никак не обойдется. Леонид Аркадьевич, я приехала из деревни. Ну, а в деревне, сами знаете, фрукты, овощи. И вот в подарок вам привезла помидорок. С Новым годом вас. Спасибо. Пирожков с яблочками. Яблочки моченые. Огуречки
И как у Мюнхгаузена, муж мой охотник, он выстрелил, и утку к вам сразу вот сейчас упадет. В студию, пожалуйста. У вас 750 очков. Задание можете повторить? Да, где-то там на Малакском полуострове бескровные дуэли бывают. И вот требуется отгадать это оружие бескровной дуэли. Ну, я думаю, это буква А. Сначала, для начала. Откройте. Откройте нам букву А. Так, назовите слово. Будем вращать барабан. Пожалуйста. Ать. А теперь разрешите передать приветы. Конечно. Все, кто меня знает, помнит, и кому приятно получить от меня привет, новогодние поздравления и пожелания всего доброго в новом году. Всем привет! 500 очков. Ну, а теперь, я думаю, буква «ща». Че? Буква «ща». Ну, откройте. Ну, а теперь слово, наверное. Ну, что является оружием дуэлей там? Это щекотка. Верно! 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 Абсолютно верно! Перед нами третий финалист капитал-шоу «Поле чудес». Верно! Верно! От капитал-шоу «Поле чудес», от Первого канала подарки к Новому году, к Рождеству, третьей тройки игроков в студию. Щекотка. Ой, рекламная пауза. И вновь в эфире «Поле чудес». Еще раз с наступающим Новым годом. Финал. Вращайте барабан. Ой. Ну, абсолютная фиалка. Вот задание на финал. Однажды Бисмарк вызвал на дуэль одного ученого. Ученый имел право выбора оружия, зная о прекрасном владении Бисмарком. А оружием, любым, кстати, шпагой владел замечательно, саблей владел замечательно. Он выбрал... Что? Кстати, Бисмарк отказался. Кстати, после того, как узнал, что он там выбрал, он отказался. Имеете право выбора и вы также. У вас между сектором плюс и 500 очками. Пожалуйста, выбирайте. Хотите плюс, хотите 500 очков. Плюс. Да ладно! Первую букву, пожалуйста. Какой откройте. мужественный поступок! Сектор плюс. На барабане имеете право открыть любую букву. Первую. Да, первую. Откройте нам первую букву. Будете вращать барабан? Буду вращать Пожалуйста. барабан. Дуэль, повторяю, не состоялась. Бисмарк отказался. Да. Я хотела бы на своем языке спеть вам песенку. Да. Туган якка юлто таман, туган як, ин güzel газиз йокка, туган як, жир жилаклары пішкен шак, туган як, ошыгам койынныкка, туган як, толпына күңел, толпына ошкына, йорсуыны туз гына, койынылыкта жилек пішкен, тиз үреліп үзгінә. Ну, очарование сплошное. 250 очков. О, Ну, откройте букву О. Назовете, на чем они хотели драться? Или будете вращать барабан? 5 секунд. Раз, два, Буду вращать 3, барабан. 4. Вращайте. Да. Очень просто, повторяю, картель, то есть вызов.
Не знаю, был ли он письменный, думаю, что вряд ли, может быть, и письменный. Но, тем не менее, великий Бисмарк вызвал его на дуэль. И как вызванный, он выбрал оружие. И выбрал это. 100 очков, буква. Буква К. Верно! Верно! Ну что, назовете слово целиком, будете вращать барабан. Всем тихо. 1, 2, 3, 4. Вращайте. вращать барабан. Ну, правильно, действительно. Потому что это практически либо знать, либо нет. 100 очков. И. Верно. Это верно. Да. Сосиски. Спасибо. Вы назовете слово целиком? Сосиски. Верно, сосиски. А теперь тонкость этой дуэли. Он предложил ему драться на сосисках, одна из которых была отравлена. Бисмарк отказался, и перед нами победитель! Капитан шоу «Поле чудес» Елка! Какое счастье! Вы набрали не очень большое количество очков. Это не имеет никакого значения. Ну, в некотором смысле не имеет значения. 550 очков. Откройте, пожалуйста, табло. Я единственное хочу порадовать вас сообщением о том, что 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Дальше смотрите сами. Ближе к вам. Сейчас я посмотрю. Ого-го! Спасибо. Это вам спасибо. Рождество. Праздник светлый для всех, кто верит, для католиков. Сегодня праздник светлый. Вы знаете что? Делаю официальное заявление. Все ваши очки умножаются на 2. Ой, У вас спасибо. 1100 очков. Спасибо большое. Значит, пылесос, Так? набор сковородок, утюг, фотоаппарат, комплект для спальни. Это нужно под Новый Это год. нужно, да, конечно. 850. Пожалуйста. Тостер, чайник и все. В общем, несите все. Несите все вон туда. Но я согласна играть в супер-игру. Давайте так. Вы вращаете барабан, а потом, если выиграете или проиграете, мы узнаем, на что мы играем. Все-таки Хорошо. новогодняя неделя. Сказка. Вращайте барабан. Во. Вы не знаете, я не знаю. Не знаю, что там. Дай бог. Во. Супер игра и суперприз. Неизвестно. Во. Итак, название какого российского города с 1841 года на языке жестов глухонемых стал изображаться как 2 направленных друг на друга пистолета? Дуэль Пушкин-Дантес, дуэль Лермонтов-Мартынов. Здесь 9 букв. Я разрешаю вам открыть любые 5 букв. Буква К, К, буква Р, Р, буква О, О, Л. Л. Если кто-нибудь что-нибудь запомнил, откройте, пожалуйста, буквы, если они есть на табло, но хоть одна. По-моему, я знаю это слово, этот город. Вы потрясаете меня своей эрудицией. Ну, Пятигорск. Спасибо большое. а мне-то за что? С Рождеством вас. Как я люблю эту работу. Остается выяснить, что вы выиграли. Автомобиль! Автомобиль! Батюшки мои! Она выиграла автомобиль! Она выиграла автомобиль! Спасибо. С Рождеством! С Новым годом! Новым годом! Браво! Ура! Ура! Вы
прощаемся с вами ровно на 1 неделю. С Новым годом вас. Дай Бог, чтобы эта неделя прошла удачно и счастливо. Дай Бог вам здоровья. Дай вам Бог. Всего доброго. С Рождеством.